Ассаламу алейкум, Махкой. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вчера вечером опубликовал видео вот с такой большой змеей, которая у нас рассылалась по WhatsApp. И сегодня огромное спасибо, много людей мне... Я искал человека, который снял это видео, и сегодня много людей мне прислало его номер. Мне удалось поговорить с этим человеком. Звали его Хамзат, он из села Комарова в районе Горогорска. И он рассказал, кстати, люди шутили в комментариях, что вот он не решился выйти из машины. На самом деле он говорит, что он 2 раза эту змею переехал без всякого эффекта. И, говорит, ударил ее кирпичом тоже без всякого эффекта. И потом уже сел в машину, не зная, что с ней дальше делать. Так что даже когда он через нее переехал, он говорит, было ощущение такое, что бордюр перескочил. В общем, такая история. Они сегодня, когда я с ним созванивался, они с товарищами вышли из села, искали эту змею, но похоже, что не нашли. Я хотел бы ответить на вопрос, который мне часто задают. Почему меня интересуют эти змеи? Зачем они мне нужны? На самом деле все началось 3,5 года назад, когда у меня на канале было совсем мало подписчиков, около 400 подписчиков было, количество подписчиков не поднималось. Я думал, как бы увеличить количество подписчиков, и я почему-то решил, что посмотрел в интернете и увидел, что там с разными животными, с разными зверями, там с тиграми, с крокодилами, какие-то видео, они набирают очень много просмотров. Тигров, крокодилов не было, была еще одна тема, которая набирала просмотры и подписчиков, это были змеи. И вот я, когда в выходной день, решил просто попробовать поснимать там что-нибудь подобное. Я никак не ожидал, что нарусь на агрессивного большого желтобрюхого полоза, в районе где-то 1,70 м, наверное, длиной. Никак не ожидал, что он на меня бросится, и что при этом я его еще буду снимать. И получилось интересно, в общем. Началось все с этого. Потом когда мне начали присылать люди разные истории, начал изучать рассказы разных людей с разных районов нашей республики, я понял, что я для себя решил, скажем так, что обитает у нас здесь на Кавказе и большая змея какая-то тоже. Одна или несколько, не знаю. Ну, я думаю, конечно, много их. Змея, на мой взгляд, это удав. Хотя ни в каких книгах по зоологии я на Северном Кавказе удавов таких вот не видел. Но рассказы людей, которые сами лично видели ее, сами лично переезжали ее машиной, и один человек даже сделал фотографию, мне прислал. У меня есть фотография одной такой змеи большой. Я склонен верить тому, что когда люди разные, с разных населенных пунктов, серьезные взрослые люди рассказывают примерно одно и то же, что они сталкивались, не верить им, я считаю это неправильным. И поэтому мне просто интересно ее найти. Здесь считается, что их нет, и, соответственно, поэтому интересно найти. Считайте, как исследовательское. Вот такое дело. Поэтому, если вы сталкивались с большими змеями, типа как удав, здесь, на территории нашей республики, если, допустим, знаете какие-то места, где они наверняка обитают, пожалуйста, тогда мне сообщайте. Здесь можно в Инстаграм, у меня на странице isa.patriot директ, можно на канале Даймовк онлайн. А если что-то вот такое срочное, можно позвонить по номеру 8 928 002 56 56. Некоторые люди знают, что если они мне такое что-то сообщают, и у меня есть возможность, особенно в выходной день, то я стараюсь сразу туда приехать. Вот осенью, где-то в сентябре, я почти 2 недели выслеживал одну большую змею, она поселилась
как мне объяснили, на территории заправки даже, у нас на окраине города. Я и фотоловушки ставил, и камеры ставил. 5-6 людей ее видели, но, к сожалению, я ее так и не смог заснять. В общем, я их ищу. Если знаете местонахождение каких-то вот реально больших змей, пожалуйста, сообщайте. Я не являюсь змееловым каким-то, что их там ловит. Мне довольно-таки неловко с ними общаться, довольно-таки даже противно, трудно. Но, тем не менее, мне очень интересно в исследовательских целях. Вот такая вот информация. Далее, кто был Масейра Адеквел.